Впервые в Абхазском государственном музее прошла выставка к 125-летию выдающегося государственного деятеля Абхазии Нестора Лакоба. Историко-мемориальный дом-музей Нестора Лакоба в Сухуми, который был сожжен во время Отечественной войны народа Абхазии, пока не восстановлен. Все документы и фотографии сейчас хранятся в Госмузее. На выставке представлены не только фотографии Нестора Лакоба, но и рукописи, письма из личной переписки с соратниками. Наверное, нет ни одной области, где Нестор не соприкоснулся. Особенно в части культуры, образования, связи. Наши студенты учились в разных городах бывшего Советского Союза. Он всегда их посещал, оказывал материальную помощь. И он их сюда приглашал, чтобы здесь их трудоустроить. У нас есть много фотодокументов наших бывших студентов, которые потом стали руководителями в нашей цветущей Абхазии. На сегодняшний день, несмотря на то, что историко-мемориальный музей Нестора Лакоба не функционирует, запущен сайт-музей. На просторах интернета можно найти фото и видеоматериалы, связанные с Нестором Лакоба. До конца года сайт заработает на абхазском и английском языках. Как был открыт музей, вот сегодня 35 лет. Вот впервые выставка. Не было ничего, связанное с Нестором, потому что музея не было и не было предоставлено нам такой площади. А сегодня мы имеем вот такую возможность показать нашу выставку. Конечно, материал еще есть, и думаю, что в перспективе будет еще шире экспозиция. Мы надеемся, что музей будет строиться. Нестору Лакоба шел 43-й год, когда его не стало. Он был в расцвете сил и здоровья. Окруженный любовью и уважением, крестьяне Абхазии могли себе позволить называть его попросту Нестором. К нему обращались с разными просьбами, уверенные, что он обязательно примет, выслушает, рассудит и поможет. Ряд фактов свидетельствует, что его скоропостижная кончина в декабре 1936 года во время пребывания в Тбилиси наступила в результате намеренного отравления. Вообще судьба этого музея, она тоже очень драматична, как и судьба людей, которому он посвящен. Мы очень рады, что в 2016 году по указу президента музей получил государственный статус. И он уже год как государственный мемориальный музей. У музея есть свое замечательное здание, памятник культуры, но запускать новый музей – это дело не одного года. Но мы очень рады, что музей пошел по просветительской такой истории. За время сталинских репрессий, безраздельного господства Сталина и Берия в стране тысячи граждан Абхазии были лишены жизни. В их числе 3 самых смелых и стойких защитников своей страны и своего народа, открыто и безбоязненно отстаивавших независимость и самостоятельность Абхазии – Эшпа, Лакоба и Акиртава. Однако сокровенные мечты лучших сынов Абхазии, всего абхазского народа, сбылись, несмотря на репрессии. Долгожданная победа, свобода, независимость, признание сделали их имена бессмертными на века. После выставки состоялась презентация книги Ирины Вардания «Дочь за отца отвечает». В книге описаны события 1937 года, которые непосредственно коснулись семьи Ирины Вардания. Рената Шакаева, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.